Всем здравствуйте! В эфире телеканала Якутия 24. Мы вам покажем. Неспроста я держу в руках вот этот замечательный чорон, прекрасную посуду, якутскую, всем нам знакомую. Сегодня мы находимся в гончарной мастерской по производству как раз таки такой посуды. Здесь мы сегодня вам покажем полностью процесс от и до рождения якутской посуды. Ну а небольшую экскурсию и во всем нам поможет в этом скульптор Евгений Тайтонов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что представили. Расскажите, пожалуйста, здесь, вот как я уже сказала, от и до весь процесс рождения, да? Да. Ага. С чего он начинается? Вот мы видим как раз на фоне сидят девушки. Угу. Вот вся керамическая посуда из глины, она вот производится сначала здесь, вот как раз таки основная форма на гончарном круге производится. Два мастера сидят, вот наша старшая Кристина и главный художник Нергуяна. Как только изделие примет нужную форму, он идет на короткое высыхание. Это производится либо естественным путем на сушке, вот, допустим, деревянные стеллажи, да, специально деревянные как раз вот хороши тем, что они дополнительно впитывают влагу. Либо механически, например, строительным феном, у которого хватает жара, чтобы подсушить изделие. Дальше оно идет к нашим художникам-декористам, то есть вот, например, сюда, и где наносится узор поверх уже готовой поверхности. Дополнительно сглаживаются какие-то углы, например. То есть еще не на высохшую, да, поверхность наносятся узоры. Вот хороший пример, например, вот он. То есть он еще очень сырой, то есть это можно увидеть не только внешне, но и даже когда просто трогаете, она холодная. Да. Например, там изделие оно может высохнуть, но на ощупь прохладно, то есть температура ниже комнатной, значит он еще не высох. Ну, материал глина. Да. Что за глина, каким способом она добывается? В основном мы используем сейчас намсырскую и привозную. Чуть позже расскажу, почему именно вот так вот. Да? Пройдемте сюда. Давайте. У нас вот есть, собственно, привозная глина. Привезено из Новосибирска. У них есть вот изготовители, где ее прочищают, прессуют и, собственно, пакетируют и развозят. А это уже пример смешанной глины. То есть мы намсырскую глину сами прочищаем, фильтруем, сушим. Ну и для экономии у нас вот идет при изготовлении много глины, которую, вот, скажем, вот видите, да, срез. Когда вот срезается, остается много глины сухой. Остатки, да? Да, остатки. То есть это все Так повторно. же, как тесто. Да, как тесто. Повторно используется, то есть размачивается, сушится и вот как раз не смешивается для экономии. У нас еще вот есть вторая комната, где, собственно, тоже сидят художники. Вот наши художники-декористы Анна и Айлита. Здесь мы также декорируем. Я параллельно готовлю глину к повторной эксплуатации и еще два стеллажа для сушки. В этой комнате сушка даже проходит быстрее, особенно в зимний период времени. Так как у нас тут какая-то определенная температура, при каких условиях она ближе к комнатной. Просто здесь сухо и примерно вот 20-18 градусов. Там просто немного прохладнее. И особенно зимой, там сушить изделия получается сложнее. Ну и после сушки у нас большая часть изделий поступает сюда. Так, печка, да? Да, то есть это муфельная печь. Открыть можно посмотреть, да. Каким образом она погружается? Осторожно, можете ощутить небольшой жар и нагар, потому что сейчас вот тут у нас как раз есть изделия, которые прошли процесс молочения. Это когда уже готовое изделие, то есть обожженное,
обрабатывается, ну, пропитывается молоком, дополнительно растирается, чтобы распределить это самое молоко. И позже проходит тепловую обработку до такого результата. Обретает вот такой оттенок, Да. цвет. Да, это просто имитация дерева, скажем так, на керамике. Вот еще пример. Он как раз остыл, можете даже сами в руке подержать. Ух ты. Красота. Какой вот объем работы Успеем делать? в день, к примеру? Ну вот, у нас за день двое мастеров на гончарных кругах могут сделать там буквально до сотни каких-нибудь средних изделий. Это за один день. Соответственно, это все сушится, потом декорируется, сушится уже до полного высыхания, помещается в печь. Печка обжигает его в течение там одной ночи. Например, само поднятие температуры идет 5 часов, потом уже остывание. То есть, чтобы мы могли там достать, или, не дай бог, какой-то, ну, там, перепад давления не произошло. То есть, за одну неделю, то есть за один день вот 100 мы сделали сырую, за неделю они уже могут быть полностью готовы, и так вот по порядку. То есть, например, мы в понедельник там сделали сколько-то изделий, они просушились, и потом мы их декорировали, обожгли. Ну, когда как, так как мы работаем, ну, по стандарту, там, 5 рабочих дней, хотя иногда приходится выходить в выходные. И мы распределяем так, например, 2 дня мы работаем с сырой глиной, потом следующие дни там можем только декорировать, например, да? И уже на последний мы конкретно ставим. Лишь параллельно, делаем что-то параллельно, другие процессы, тоже молочение. Вот. Эти изделия были сделаны на прошлой неделе как раз, и в начале этой. То есть мы их только недавно обожгли, вот печка все равно работает в течение недели. Ну вот девушки как раз сидят за процессом. Кристина, но хотелось бы поинтересоваться у вас, прямо вот отсюда, можно сказать, рождается сама посуда, да? Из глины вы уже формируете, да? Сколько уходит времени на это примерно? И расскажите подробно об инструменте. Начну с того, что мы в прошлом году обучились. Мы пригласили мастеров с города Пензы. И в течение 2 месяцев нас обучали. Получается, мы научились. Но не скажу, что сразу. В течение полугода мы прям сидели с утра до вечера, как говорится, набивали руку. И в среднем, в данный момент я считаю себя средним, как мастером, средней руки. Примерно таких камельков в день я могу сделать 50 штук. Если нас двое, там 100 штук. Ну, это зависит тоже от размера, высоты, там, глубины, от ширины. До этого процесса, как сесть на круг, проходит процесс промыва. Это не просто сел и сделал, надо подготовить глину, промять ее как прям тесто, чтобы там не было лишнего воздуха, и садимся. То специальный такой это довести, да? Формы, консистенции. Консистенция должна быть прям такая, вроде бы и мягкая, ну как бы еще твердая. И примерно одно изделие получается минут 5. Ну, смотря какая глина еще попадется. Она может быть мягкая, с ней надо возиться, а если твердая, с ней тоже надо возиться. Получается, поднимаешь, там, формируешь тоже. Это вы определяете на глаз, на ощупь, да? Да. Какая вот должна быть. Вот между гончарами говорят все на кончиках пальцев. Все по ощущениям. Ты не можешь там взять, его посмотреть, поменять. Оно вот в центре и все как бы. Здесь и сейчас надо решать, какого оно будет роста, ширины. Пропустишь какие-то моменты, оно уже не будет таким широким, либо таким высоким. Все равно все измеряется в сантиметрах, чтобы примерно знать. Но если долго делать одно и то же изделие, получается, вот руки набиваются, ты уже не отмериваешь ничего. Там уже все в один рост. Сейчас берем глину, которую показал Евгений.
получается уже переработанная глина. Она достаточно мягкая. Прям по этому столу. Это наш вот прям очень нужный атрибут. Он не так уж и хорошо выглядит, но очень полезный. Получается, вот при каждом движении я из него, получается, увожу воздух. Каждый раз он прокручивается и находится воздух. Тут нельзя просто так взять и перенести. Тут больше нужен навык. Вот. И попаску, и еще раз. Получается, мы получаем ненужную консистенцию. Где-то она твердая, где-то мягкая. Каждое изделие мы взвешиваем перед тем, как делать, чтобы они были по одному Примерно размеру. Да. одинаковые весовой, да? Категории. Ну, получается размер одинаковый. 345. Из него можно сделать кружку. Пробуем сделать стаканчик. Давайте. Начинается с того, что мы просто кидаем комочек в центр. Ух ты. Вот, получается, видите, как в центр не попало, но это можно исправить, Подвинув, да? подвинув. Тут у нас есть вот кольца, по которым мы ориентируемся, где центр. Включаем на максимальную скорость, умачиваем руки. Один из важнейших процессов – это, получается, центровка. До этого она как вроде как шаталась, сейчас ее в центр просто концентрирую, чтобы она у нас не улетела. Следующий процесс у нас промин, тоже поднимаем вверх. Вытягиваете, Да. В этом моменте у нас изнутри выходит лишний воздух. Ага. Вот тут он лопается. Прям можно услышать пузырьки, как лопаются. Также структура меняется внутри глины. Она же вроде как состоит из черепков, и в данный момент они поворачиваются в одну сторону. Соответственно, она становится плотнее. Вот. Несколько раз поднимаем и опускаем. Вот. Теперь глина уже готова. Сейчас делаем углубление. И потом делаем уже полость внутри. Ой, как красиво. Ага. Для вас это уже привычный такой процесс, да? Да, да. Вот мы же еще помимо этого проводим мастер-классы. Для желающих. Да. Вот в данный момент у нас очень много заказов в плане того, что у нас впереди очень много цехов. В преддверии Да. праздника. Поэтому пока мастер-классы приостановлены. Вот. Теперь уже вытягиваем стенку. При вытягивании стенки обороты уменьшаем, чтобы он у нас тоже не слетел. Постоянно надо добавлять воду, чтобы он скользил. Вспомогательной губкой, да? Да, губкой получается более ровная поверхность. Волшебно просто. Из кусочка рождается, да, емкость. Сейчас уже создаю форму. Получается, ее можно при желании уменьшить или расширить. Она сейчас очень пластичная, поэтому вот тут очень важна ровность стенок. И внизу, и вот в боковые части она должна быть равномерная и примерно одной толщины. При высыхании, если где-то у вас толстая глина, либо тонкая, то она может просто треснуть. А вот эти полосочки на ней снаружи, они откуда? Это получается, я пальцами трогаю. От этого, пальцев, да? Да, вот. Ага. От этого можно, конечно же, легко избавиться путем губки и деревянного стека. Вот, набираем, убираем лишнюю влагу. Вот, примерно так.
И когда вот, если срочный заказ, мы его просушиваем строительным феном. И при высыхании мы его поглаживаем. Соответственно, он становится вообще очень гладким. Получается так, все, изделие готово, выключаем, убираем руки и вот срезкой уже срезаем изделие. Ну, не изделие, а вот заготовку. Срезаем изделие, Далее. берем ее. И внутри остается очень много вот Водички. водички. Ага. Сливаем ее. И все. Теперь ее надо уже чуть-чуть подсохнуть, чтобы можно было бы прикрепить ручку, или можно оставить стаканом, или как продекорировать. Красота. Мгм. Давайте подсушим. Сначала его тоже центр. Сейчас он крутится. И включаем фен. Сколько по времени сушится? Сушится минуты 3-4. Когда подсушиваешь, вот она, получается, меняет цвет. И при высыхании она дает усадку. Она уменьшается примерно, ну, это зависит тоже от глины, сантиметров, ну, полсантиметра, сантиметр. Меньше становится. Да, поэтому надо рассчитывать на то, что оно уменьшится, может треснуть дно, тоже там много нюансов. Всё, изделие подсушилось. Есть еще один, скажем так, момент рабочий. Если мы хотим, допустим, узоры, нам надо оставить следы, где они должны ровно уже нарисоваться. Получается, мы вот железным стеком делаем такие выемки. Получается, здесь у нас будет узор, и вот здесь один большой. И вот эти края мы обтачиваем. Этот процесс называется обточка. Получается, у нас узоры будут немножко выпуклые за счет того, что мы сейчас точим ее. Ну, это как с деревом больше работать, со стамеской тоже. Чуть-чуть убираем. Ну, здесь тоже бывает, рука дрогнет. Что это на глаз? Да? Да. Ага. Все нюансы смотрим, подравниваем. Ну, получается практически все. Вот уже на этих полосках сейчас будут рисовать узоры, получается. Ну, его еще надо чуть-чуть подсушить. На И- этих- На этих полосках уже продолжает работать Евгений у нас, да? Так как это у нас чашечка, сейчас я приклею к ней ручку. Да, кстати, вот детали, они вручную лепятся, да, получается? Да, Ага. они лепятся вручную. И вот она отличается от пластилина тем, что она гораздо капризнее. Например, если пластилин легко склеивается, и вопросов не возникает того, как прикрепить деталь, то глина тут уже гораздо капризней будет. То есть, например, вот я изготавливаю шаблон, он пока еще кривоват, я его, например, выравниваю максимум, насколько она может мне это позволить. И дальше я использую, например, вспомогательные инструменты. Сперва я намочу. Ну вот ручная лепка, она ведь отличается от Ну, основы. от гончарного круга она, пожалуй, отличается тем, что, во-первых, ей не удается четко оцентровать, скажем, изделие, но в плане изготовления разного рода деталей это гораздо гибче.
Вот эти ножки тогда тоже, получается, делаются вручную, да? Да, то есть они Крепятся. после круга, также и Ага. сушки, какой-то предварительной небольшой сушки, они отправляются к нам, и мы уже по шаблону, ну, Мгм. максимально одинаковые Мгм. делаем и крепим. Вот, я, например, намочил и предварительно приклеил. Для чего? Чтобы потом, чтобы обозначить, где они у меня будут скрепляться. О, тут мне повезло, глина достаточно мягкая, податливая, я могу, в принципе, даже приклеить сразу. А так обычно делается это так. Вот, например, если я просто прикреплю, Ага. то они склеятся только так, на вид. То есть внутри они на самом деле не скреплены. Мгм. Я должен довести до однородного состояния. Вот как, например, при проминании же, мы делаем комок достаточно однородным, тут, по идее, то же самое. Я немножко смачиваю снова места склеивания, разрыхляю их с двух сторон. И уже достаточно плотно склеиваю. Если изделие мягкое, то я могу помочь себе второй рукой. И обычно это делается так. Я слабо давлю, чтобы не сломать изделие. Мгм. И, допустим, вот так вот дергаю. Как только сопротивление усилилось моим движением, значит, изделие уже склеилось. Опять же, с одной стороны, мне сейчас повезло, что деталь достаточно мягкая, так как глина легко склеивается. Если, например, глина достаточно плотная, то тут чуть сильнее возишься. Дальше я просто уже также на глаз смотрю, подправляю. Если что-то там искривил, то, ну вот, например, он же мягкий, Нужно подправить. да, нужно обязательно подправить. Это все возможно. Сперва ручка кажется такой, ну, грубой, неказистой, но когда она станет плотнее, ее можно будет уже с помощью вот таких вот Подровнять. стеков, да, Мгм. убрать лишнюю глину, выровнять. Выровнять. Ага. Также мы узоры помимо стеков еще наносим разными, ну, например, вот такие вот Мгм. штампы. Мгм. Это у нас алфавит. То есть все, что угодно можно нанести в качестве узора. Да? Что-то написать, и что-то нарисовать, и Ну узор да. от руки, да? Да? Саяна, вы тоже скульптор. Расскажите, самое сложное вот нанесение узора, по-вашему, это что? Самые сложные именно круговые. Так. Мгм. Ага. Вот Как здесь, да? посмотрите, Мгм. вот круговые движения Вот эти? есть. Ага, именно вот такие сложные. Остальные уже нет руки. Легкие. Ну вот примерно, ну, вот сколько времени уходит на полностью вот этот Полностью вот такой минут 30 горшочек? примерно. минут 30. Ага, вот эти легкие, например, вот эти минут за 5-10 можно. Мгм. Ну, вот как сказал Евгений, на что хватает фантазии, да, можно написать. Мгм, да. Ага. Именно кружка у нас получилась. То есть это потом можно как-то убрать, да, и уже. Да, то есть на примере тех же вот ног, вот тут очень много катышек, каких-то неровностей, они потом инструментами сглаживаются Мгм. до вот примерно так, нет, где? Да. Да, Вот она да, обтесана от катышек и прочих неровностей, да. Мгм. а здесь она уже сглажена. И при обжиге, как только она выйдет, она будет на ощупь, ну, приятно чувствоваться, чем, скажем, вот эти вот острые углы, ну и уж тем более катышки. А дальше уже в печь, Обжигается, да. да? Мгм. Обжигается от 5 до 7, зависит от результата, который мы добиваемся. Да, то есть у нас сперва в любом случае идет основной обжиг, то есть до его рабочего состояния. Это 5 часов. Он за 5 часов как раз набирает основную температуру от, допустим, комнатной до 900 градусов. И приобретает вот как раз розовое состояние. Розовая. Да, Да? то есть белая глина, она приобретает такой оттенок, в зависимости от разных примесей Мгм. в нем. Вот, это как раз результат основного обжига, то есть при 900 градусах в течение 5 часов, и это уже его конкретно рабочий вид.
то есть его уже можно эксплуатировать. Например, то этот камелек, в него как раз кладется травяная вот ароматическая шайба, которая дает вот этот дым, очищающий пространство. Для очищения. Да. Но дальше с ним еще можно вот сделать все те же процессы, которые мы упоминали, то есть молочение, глазурирование, в зависимости от специфики товара. То есть, например, его там нету или частные заказы. Ну вот, это, собственно, весь процесс изготовления. Спасибо вам большое, Евгений, Кристина, девушки. Спасибо за такую интересную экскурсию здесь, в мастерской. Нам действительно было очень интересно, как рождается якутская посуда. Очень такой трудоемкий процесс, очень творческий. И вы такая, мне кажется, очень потрясающая команда. Спасибо вам. И вам Удачи, спасибо, что пришли. успехов. Еще раз спасибо. Ну а мы с вами увидимся в следующих выпусках программы «Мы вам покажем» на Якутия 24.